Ровно 7 лет назад, 7 сентября 2010 года, авиалайнер Ту-154М компании «Алроса» совершил вынужденную посадку в бывшем аэропорту Ижмы. Борт выполнял рейс по маршруту «Удачный Москва», но через 3,5 часа после взлета на лайнере отказала электроника. В том числе вышли из строя насосы, подающие топливо. Дотянуть до ближайшего аэропорта пилоты не могли. Приняли решение садиться на взлетной полосе в Ижме, которая к тому времени уже 7 лет как была выведена из эксплуатации. Там не было светосигнального оборудования и приватных радиостанций. Да и в принципе она не предназначалась для самолетов такого типа. Рассчитана была только на небольшие кукурузники и АН-24. Вернули к этой реке на надежде, так как внизу был везде лес и неровная поверхность, то есть рядом, возможно, с рекой были площадки, на которые можно было произвести, то есть мы на это рассчитывали. И вот в момент маневра на эту площадку вдруг здесь промелькнула бетонная полоса, да. Бетонной полосой и оказался заброшенный Ижмский аэропорт. Пилоты чудом посадили судно. Лайнер выкатился за пределы полосы больше, чем на 150 метров и съехал в лес. Пилоты действовали грамотно, в этом эксперты были уверены с самого начала. Чтобы посадить самолет без приборов, они использовали дедовский способ. Налили в стакан воды и поставили на панель приборов. Так высчитывали и крен, и угол горизонта. Пластмассовый стаканчик с водой. Ну, чтобы, если в крайнем случае в облаках, мы будем определять авиагоризонт. Положение. Вот в стаканчике вода, уровень воды. Если наклонить, то мы увидим, что крен в эту сторону, да? Ну, если мало ли что, в облака входим, а слой-то мы не знаем, какой этих облаков. Сколько мы будем проверять, как выдерживать направление. Вот стаканчик даже инженер поставил. У меня сегодня мама, кстати, увидела без 10:08, когда самолет садился. Она говорит, это вынужденная посадка. 3 раза перекрестилась, сказала: Бог, только сохрани этих людей, которые в этом самолете. Только наша земля сохранила. Только наша земля и вот эта, которая взлетная полоса заброшенная, у нас вот пригодилась именно для этого самолета. Это именно тот миг был. На борту Ту-154 находился 81 человек. 9 из них – члены экипажа. Никто не пострадал. Причиной аварии стал так называемый тепловой разгон аккумулятора. Это привело к короткому замыканию и отключению всей бортовой электросети. Экипаж был награжден. Медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени получил и начальник аэропорта Сергей Ситников. Именно он поддерживал взлетную полосу в нормальном состоянии.